Всем привет! С вами Сергей Громенко и мои истории об истории. Пока в Восточном Крыму эллины сражались со скифами, на Западном, на рубеже 6 и 5 века до нашей эры, в относительной безопасности возникли Киркинетида на месте нынешней Евпатории и Херсонес. Древние греки впервые принесли на полуостров письменность, пропорциональную скульптуру, а также построили неизвестные местным жителям театры. Эллины были тотально грамотны, как мужчины, так и женщины, умели создавать фрески, росписи по сырой штукатурке и складывать мозаики. Двумя важнейшими статьями крымского экспорта полисов были ремесленные, особенно ювелирные изделия, а также вино. Греческий напиток сгубил ни одного скифа. Херсонес всегда оставался оплотом демократии. Все граждане клялись городу в верности. Текст присяги был высечен на мраморной стеле. Надоевших политиков изгоняли, записывая их имена на глиняных черепках. Эта процедура называлась остракизм. Херсонес рос и вскоре покорил весь Западный Крым. Но даже подчинив себе Киркинетиду, херсонеситы позволили ей чеканить собственную монету. Богатство Херсонеса привлекало завистливые взгляды скифов, так что у него появились мощные стены. Кстати, Херсонес был единственным городом в античном Крыму, который ни разу не захватывали враги. Эллины в Крыму почитали тех же богов во главе с Зевсом, что и жители самой Греции. Однако особенно херсонеситы чтили богиню-деву Партенос, вероятно, заимствовав ее культ у тавров. Что еще примечательно, эллины никогда не хоронили своих мертвых внутри городских стен. Для этого существовали вынесенные наружу некрополи. Ну а о том, что произошло с греками дальше, смотрите в следующем выпуске «История об истории». Увидимся!